Еще на древних египетских и ассирийских барельефах встречаются изображения человека с жезлом, который руководит группой музыкантов. Но в целом считается, что профессия дирижирования как самостоятельная сложилась и сформировалась в начале XIX века. Сегодня с нами казахстанский современный дирижер, лауреат международных конкурсов Касым Айтбаев. Салям, Касым. Приветствую, Мери. Спасибо, что пришел. Взаимно, спасибо, что пригласили. Как получилось, что ты стал дирижером и выбрал именно эту профессию? Наверное, будет правильно вопрос поставить, как я сначала стал музыкантом. Музыкантом я стал в связи с обстоятельствами, то что мне по здоровью нужно было играть на духовом инструменте. В связи с этим меня мама привела в школу имени Ахмета Жубанова, где меня взяли на инструмент гобой, это духовой инструмент. Я учился у нашей уважаемой Айгуль Кайржановны Габдуллиной. Вот. И изначально любовь к музыке мне привела Айгуль Кайржановна. Впоследствии в школе мы вместе с друзьями организовали биг-бенд, выступали на концертах, и вплоть до того дошло, что концерты уже были на больших сценах. Это филармония имени Джамбулова в Алмате, здесь в Конгресс-холле в городе Астана тогда. И постепенно я почувствовал, что мне необходимо дальше развивать свои способности в качестве руководителя музыкального коллектива. Поэтому я, уже учась на втором курсе консерватории, перешел учиться в класс профессора Жарасова Нурлана Салаватовича, заслуженного деятеля Республики Казахстан. Он привил мне любовь к этой профессии дирижера. Через какое-то время народная артистка Республики Казахстан профессор Жаня Албакирова доверила мне духовой оркестр консерватории. Я с ними дал ряд концертов. И когда я заканчивал консерваторию, так получилось, что я переехал в город Астану. Здесь меня по приглашению Айман Кужабековой, народной артистки Республики Казахстан, профессора, я здесь возглавил симфонический студенческий оркестр. Сейчас я, помимо работы с коллективом Министерства обороны, я также дирижирую разными коллективами, в том числе филармоническим духовым оркестром. Какие-то проекты у меня с симфоническим оркестром той же филармонии города Нур-Султан. И какие-то проекты зарубежные. А какие зарубежные проекты? Зарубежные проекты я практически каждый год меняю в качестве дирижера, либо в качестве руководителя коллектива, либо в качестве дирижера уже, допустим, российского оркестра. Меня приглашают на разные фестивали. Это были фестивали, в прошлом году я ездил в Беларусь, в Бресте был фестиваль. В позапрошлом году я ездил по приглашению Союза композиторов России и Союза композиторов Москвы. Я в качестве дирижера и мой друг Ернар Нуртазин, который является главным дирижером симфонического оркестра филармонии. Мы вместе с ним ездили туда исполнять произведение, это точнее капричо казахское Владимира Качесова. Владимир Качесов — это член Союза композиторов России, Союза композиторов Москвы. Мы исполняли его фантазию, в общем, на казахские темы. Это, в общем, долгая история в плане того, что это произведение мы создавали, можно сказать, вместе. Он консультировался со мной в плане казахских произведений, какой материал использовать. И это получилось, в общем, такой европейский взгляд на казахскую музыку. Это было очень здорово. Концерт прошел в Доме композиторов в Москве. Там был аншлаг. В общем, нас пригласили на бис сыграть. Мы исполнили это произведение на бис. Касым, какими качествами должен обладать дирижер?
Это сложный вопрос, потому что дирижер вообще это самая неизученная профессия, самая молодая профессия. А вот как ты с самого начала сказала, эта профессия была, можно сказать, создана в том виде, в котором она сейчас дошла до нас, в 19 веке. Но если идти с самого начала, это изначально дирижирование это было похоже на отбивание ритма. Отбивался ритм посохом, который назывался трость-батут, тяжелейший. И, ну, наверное, знаешь эту историю, когда Жан-Батиста Люли уронил себе на ногу. Это в 1687 году он исполнял, в общем, произведение, посвященное королю, и он выронил этот посох себе на ногу. У него произошла гангрена, он умер в этом же году. Дальше, в связи с этим, вместо посоха уже в руках дирижера появился тамбурштук, так называемый. Это уже мы можем увидеть на фестивалях духовых оркестров, когда вот военные дирижеры отбивают ритм вот тамбурштуком уже. Он был уже легче в размерах и по весу легче был. Позже, по-моему, эту должность занимал первый скрипач. Да, это было после вот тамбурштука, Да. потом она плавно перешла к концертмейстеру оркестра. Да. А через некоторое время она обратно вернулась к дирижеру. Так получилось, что произведения усложнились. В связи с этим уже появилась необходимость все-таки, чтобы руководил отдельный человек, который не исполняет само произведение. Вот. И, собственно, поэтому эта профессия молодая, она появилась в 19 веке, можно сказать, и она наиболее неизученная в том плане, что до сих пор неизвестно методы воздействия дирижера на оркестр. Никто это не доказал алгоритм, как именно это работает. Вот оно работает и все. У кого-то это получается химия, а у кого-то, допустим, никак не получается. Причем это даже бывает у очень серьезных опытных дирижеров. Вот с одним оркестром у него произошла химия, он все получилось. А с другим совершенно прекрасным оркестром у него ничего не сложилось. То есть это трудно сказать. Ну, я считаю, что дирижер, конечно же, должен обладать как минимум четким пониманием того, что он делает для начала. Потому что если ты не знаешь, что ты хочешь от оркестра, оркестр никогда тебе этого не исполнит. И, естественно, дирижер должен быть подкован в плане теоретической базы. Вначале ты сказал, что ты дирижировал разными оркестрами. Ты подстраиваешься под оркестр или же наоборот? Как это обычно бывает? Ну, я опять же скажу, что это химия между дирижером и оркестром. Разные оркестры у меня были. У меня было такое, что меня оркестр как бы и не воспринимал. А бывало такое, что я как бы первая репетиция у меня, я скажу, что оркестр просто стоя мне аплодировал. И такое было. Я для моего то есть, к моему удивлению, потому что я тогда был начинающим дирижером, и когда я пришел дирижировать именно студенческим симфоническим оркестром, вот мне аплодировали с первой репетиции. И вот мне очень понравилось там работать с этим коллективом. Это очень профессиональный коллектив. Вот. Ну, вообще в университете заниматься именно студенческим оркестрами это уже отдельная тема. Профессиональные коллективы тоже отдельная тема, но в студенческих оркестрах есть свой шарм, есть своя энергетика. Она не сравнится, допустим, с уже профессиональными коллективами, потому что студенты, может быть, где-то в плане опыта проигрывают, где-то могут проигрывать в плане дисциплины, но зато в плане энергетики, в плане посыла, вот у них все равно такой более мощная энергетика, скажем так. С чего началось дирижерское искусство в Казахстане и что сейчас происходит? Ну, я скажу, Мирей, что дирижерское, я сам углубленно этим вопросом не занимался, именно историей дирижирования, но
какие-то паттерны я могу рассказать. Это, естественно, наши дирижеры Нургисат Линдиев. То есть, в принципе, наша дирижерская школа — это та же советская школа. Да. Потому что все, кто, ну, мой преподаватель, те, кто зарождал дирижерское искусство в Казахстане, это Нургисат Линдиев, Ахмед Журбанов. Если касаться симфонической музыки, это у нас есть Фуат Мансуров, у нас есть Тульберген Абдрашев, Нурлан Ажарасов. Если говорить о духовых оркестрах, это, конечно же, Канат Ахметов, Александр Беляков, ну, мэтры, у которых мы учились. Я сам выходец духового, государственного духового оркестра Республики Казахстан, который под руководством Каната Ахметова. И, естественно, что первые впечатления именно о профессиональном коллективе я получил, когда был артистом Государственного духового оркестра. Если говорить о детских впечатлениях, то я сразу вспоминаю своего учителя. Это у нас в школе был дирижер симфонического оркестра, очень потрясающий человек. Это Юрий Ефимович Дарховский. Я, когда вспоминаю сразу свое детство, это была какая-то магия, когда ты садишься в оркестр и начинаешь играть партию, тогда, допустим, второго гобоя. И вот это вот само ощущение, когда ты сел в оркестр, оно захватывает, завораживает. В этом плане я считаю, что, конечно же, инструменталисты — это счастливые люди, потому что играть в оркестре, я считаю, что это огромнейшее счастье. Это действительно, наверное, самая захватывающая вещь в моей жизни. Это было играть в оркестре. Это очень интересно. Даже сам запах вот этих вот деревянных духовых инструментов, скрипок, канифоль, и вот это создает такую ауру. И когда ты исполняешь в качестве оркестранта какое-нибудь соло, это просто захватывает дух. И, наверное, я был с самого детства влюблен в оркестр. Одна из важных функций дирижера – это художественная трактовка произведения. Вот как ты подходишь к этой задаче? Обычно, каким образом я подхожу? Изучаю, естественно, теоретическую базу, то есть историю этого произведения. Мы учимся на мастер-классах, мы учимся на том, как этим произведением занимались мэтры, ну, то есть, допустим, там Герберт фон Караян или Тосканини. И эти записи, они все сохранены в хорошем. Да, спасибо интернету. Да, спасибо интернету, спасибо пластинкам. Поэтому, наверное, сначала теоретически подходишь, а в плане инструментального исполнительства сложностей ты больше берешь с мастер-классов именно у мэтров. А есть какая-то литература, которая тебе помогает именно для дирижеров? Много такой литературы? Мне кажется, что я вот больше учился, честно говоря, по книгам по психологии. Если поверишь, не поверишь, просто оркестр — это одна большая психология. То есть если какого-то музыканта нужно мотивировать, чтобы он сыграл хорошо тем, что ты там заряжаешь его, а кого-то, когда похвалишь, он, наоборот, начинает хуже играть. И поэтому все-таки я считаю, что, наверное, у дирижеров должен быть особое уделение времени к азам психологии, потому что все-таки оркестр — это психология. Разные ситуации бывали, допустим, особенно что касается с вокалистами, когда работаешь. Голос, потом духовой инструмент, скрипки, да? Ой, скрипки, говорю, струнный инструмент. Да. У них у всех разные методы звукоизвлечения. И у каждого из этих
представителей из этих групп, у него разное время выхода звука. То есть, если, допустим... Даже так? Да. Вокалист, он сразу взял опору, начал петь. Да? Допустим, Волторна, ее длина около 6 метров, по-моему. Пока оно пройдет, то есть он идет с запозданием. Поэтому вот как бы, когда ты показываешь автакты даже, допустим, Волторне или вокалистам, или хору, а еще и ты должен поймать, допустим, артистов балета, да, то ты, естественно, должен использовать везде разные жесты. Потому что если ты покажешь так же, допустим, как ты показываешь ударным, такой же жест покажешь артистам хора, они тебя не поймут вообще. То есть они не вступят. И разница колоссальная, да, между вот дирижированием духовым оркестром, симфоническим, и народный оркестр еще есть. Да, ну народным оркестром я никогда не дирижировал, мне не посчастливилось дирижировать оркестром. Я как-то, ну, учитывая то, что я всю жизнь провел именно в коллективах симфонических и в духовых оркестрах, я как бы таким, у меня такого большого рвения не было именно к народным оркестрам. Конечно же, я люблю народную музыку, я люблю күй. Я считаю, что то, что написано нашими Курмангазы, Даулеткереем, это даже вот если рассказывать вот об истории с Владимиром Качесовым, да, это по казахскому капричу, он когда услышал күй Адай, мы его использовали, если фрагменты поставите, было бы хорошо в записи, он совершенно обалдел от нашей музыки. Конечно, он это назвал по-своему, он говорит, это какой-то такой джаз-рок. Я-то думал, говорит, что казахская музыка, я думал, что это пентатоника обычная. А у нас же строение самой музыки, оно же отличается. У нас же квинтовые ходы. Да. Поэтому, учитывая просто специфику домбры, что мы настраиваемся же на кварту, и поэтому он совершенно обалдел от наших произведений. Мы это все использовали вот в казахском капричо, и это, конечно, очень понравилось. К нам подходили вот люди, заново приглашали на какие-то фестивали. Вот мы сейчас пока будем обдумывать это. Чем тебе еще приходится заниматься помимо дирижирования? Я имею в виду, может быть, оркестровкой, инструментовкой. Я считаю, что каждый дирижер, он должен быть, хотя бы владеть азами инструментовки. Потому что если ты, допустим, не знаешь, как должны быть построены трезвучия в духовых инструментах между собой, допустим, если ты не знаешь, как это должно быть построено в палитре, в партитуре, то ты, соответственно, когда ты будешь дирижировать, ты эти оттенки правильно можешь не услышать. Поэтому я вообще инструментовкой занимался очень большое время. Когда ты сам пишешь, ты делаешь так, как удобно оркестру. Как часто вы принимаете участие на фестивалях, конкурсах для оркестров, в параде оркестров? Ну, это постоянно. Я думаю, что гастроли это вообще является неотъемлемой частью оркестрового искусства. Потому что если нет гастролей, то можно сказать, ты как бы варишься в своем соку. Потому что ты все это показываешь в основном вот как раз таки на фестивалях, на каких-то международных площадках. Мы стараемся как можно чаще выезжать, но, к сожалению, в Казахстане есть некоторые проблемы именно с оркестровым менеджментом. То есть, может быть, где-то, наверное, вообще, возможно, с рынком именно классической музыки. Потому что если брать залы концертные, то они редко бывают заполнены. Они заполнены тогда, когда приезжают, допустим, какие-то звезды, а когда
это все происходит, вот, допустим, у нас в своем, грубо говоря, соку, редко бывает, чтобы полностью, допустим, филармония или другой концертный зал, чтобы он был аншлагом набит. Потому что классическая музыка, вообще, я думаю, это не только в Казахстане, Да. это, в принципе, наверное, Такая тенденция по везде всему такая, миру. Да, В Италии закрываются оперные театры. да. Ну, в любом случае, мне кажется, у нас еще немножко ментальность другая вот в нашей стране, так как у нас именно классическая музыка это не является неотъемлемой частью наших традиций. Касым, ты награжден многочисленными грамотами, медалями. Что эти награды для тебя значат? Конечно же, приятно получать какие-то признания, но, честно говоря, я думаю, что для любого человека искусства, наверное, это не первостепенно. Потому что человек искусства, он все-таки живет своей профессией. И в принципе, как бы я в этом плане не углубляюсь. И, честно сказать, как бы, ну, они у меня вот, честно сказать, просто вот так вот, как бы в одной куче лежат. Я даже их нигде не вешаю, потому что, в принципе, дирижер, он всегда на виду. Дирижер, он всегда как бы на первом месте везде. И поэтому как бы мы не страдаем такой вещью, как недооцененность. Потому что все лавры все равно, все камни и все лавры всегда падают на дирижера. Если оркестр плохо сыграл, то виноват дирижер. Если оркестр хорошо сыграл, тоже виноват будет дирижер. Вот. Независимо от уровня оркестра. Как бы многие даже оркестранты мне как-то, когда мы начинаем, может быть, дискутировать на эту тему, они говорят, не бывает плохих оркестров, бывают плохие дирижеры. В этом есть смысл, я думаю, в этих словах. Потому что тот дирижер, который действительно хороший, он найдет решение каждой из проблем тем или иным способом. Так же, как и режиссер, наверное. Да. Причем где-то, может быть, это такие довольно принципиальные или, может быть, даже где-то жестокие способы решать ту или иную проблему творческого характера. Потому что, как это сказать, искусство не терпит полумер. То есть, если ты что-то решил, ты должен уже до конца этого добиться в плане какой-то художественной выразительности или, в общем. А ты перфекционист? Трудный вопрос, честно сказать. Мне кажется, что я не перфекционист. Есть иногда такое понятие, как достаточное качество. Ну, это не совсем, это не про меня, просто дело не в достаточном качестве, а дело во взглядах. Я бы сказал так, если мне нравится, то я считаю, что это хорошо. А это, то есть я никогда не гонюсь за тем, чтобы мне сказали, что это правильно. А я как бы всегда делаю так вот, как мне комфортно. Но не всегда это, возможно, правильно. Достаточное качество, это все-таки, я думаю, что это дилетанты. Так, для дирижера это будет точно дилетантство. Потому что все-таки дирижер, он должен доводить. В профессиональном плане дирижер все-таки должен быть перфекционистом. Однозначно. Однозначно. По крайней мере, он должен доводить до того, что он видит. Вообще, в принципе, любой художник, он должен выразить все так, как он видит. Я такую интересную историю могу рассказать, то что часто спрашивают, ну, не музыканты, а для чего нужен дирижер? Да им кажется, что это... Многие считают, что он для красоты нужен. Вот так. На самом деле, это же не так. Ты как музыкант понимаешь, что... Вот я им так объясняю, на простом языке. Вот, собственно, сидит у тебя 100 человек оркестр. За оркестром стоит 80 человек хора. Еще танцует балет, скажем, да, из там 20 человек. И чтобы их вместе соединить, то есть даже вот оркестр, который состоит из 100 человек, крайняя скрипка физически никогда не услышит крайний контрабас. Они не могут синхронно играть. Это не получится, в принципе, и физически. Это тихие инструменты, они не могут друг друга услышать. Но они должны выполнить одну художественную задачу. Поэтому нужен дирижер. Это, мне кажется, так очень просто, и все люди обычно понимают в такие моменты.
вот, для того, чтобы выразить какую-то художественную мысль. Касым, а ты находишься в постоянном самосовершенствовании? Вообще, профессия дирижера, я считаю, ну, в принципе, может быть, это везде так, но в искусстве это в первую очередь так. То есть искусство — это постоянное самосовершенствование, постоянная Работа? учеба. Ты постоянно учишься, то есть с каждым днем ты узнаешь, а тем более в таком жанре, как дирижирование, это, можно сказать, необъятная профессия вообще. И чтобы действительно как быть профессионалом, ты постоянно должен искать. Все время ищешь. Ищешь какие-то новые жесты, ищешь какие-то новые приемы, ищешь какие-то новые паттерны. В общем, это все естественно, что мы постоянно учимся, все дирижеры. Я считаю, что дирижеры практически, наверное, все так мыслят. Какие у тебя планы на будущее? Но в планах на будущее хотелось бы брать уроки у мастеров, дальше повышать свои навыки, свои знания, потому что я считаю, что дирижер, он должен всю жизнь учиться. Касым, спасибо тебе, что ты согласился на это интервью, пришел, за твои интересные ответы. Мне самой было очень интересно узнать много чего нового об этой профессии. А вам спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо.